Начали, да? Начинаем, да? Давайте. Скажите, когда. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы поговорим сегодня об оптимизации процессов комплектования и использования библиотечных фондов муниципальных библиотек. Ведь это вопросы жизнедеятельности любой библиотеки, от крупной до небольшой сельской. Что же такое оптимизация? В общем смысле этого слова – это выбор наилучшего варианта из возможных для достижения наибольшей эффективности какого-либо процесса. А в нашем случае это поиск новых возможностей и организационных решений для удовлетворения читательского спроса. Но для начала проанализируем совокупный фонд муниципальных библиотек республики, который составил на начало года около 7 миллионов единиц хранения. По сравнению с 2019 годом он уменьшился на 2%, хотя объем поступлений увеличился более чем в 2 раза. Цифры озвучивать не буду, они все на слайде. Такая статистика связана с тем, что количество выбывших документов почти в 1,5 раза превысило количество поступивших, и произошло это в целях оптимизации количественного и качественного состава фондов. Особенно большая разница отмечается в ЦБС Вурнарского, Батыревского, Аликовского районов, городов Чебоксары и Новочебоксарск. Но несмотря на активную чистку фондов, документообеспеченность одного жителя муниципального района, которая равна в среднем 11,5 томов, по-прежнему превышает рекомендованный норматив, а известно, что это 7-9 томов и в 13 библиотечных системах. Это свидетельство захламленности фондов малоиспользуемыми и ветхими изданиями. Самые большие цифры показывают библиотеки Алатырского, Шумерлинского, Яльчикского районов. И в этой связи важно напомнить о необходимости регулярно и планомерно проводить работы по списанию в целях обеспечения соответствия объемов и качества фондов рекомендуемым нормативам. В случае нарушения положений приказа об утверждении порядка учета документов требуется согласование действий по списанию документов с учредителем, но об этом мы не раз говорили. В то же время наблюдается недостаточный уровень обеспеченности документами городского населения, в среднем 2 тома, при рекомендованном нормативе 3-5 томов, вследствие чрезмерного уровня списаний в объединении библиотек города Чебоксары и Новочебоксарска. Важной характеристикой документного фонда является обновляемость. В целом по муниципальным библиотекам этот показатель увеличился в 2 раза и со значением 3,3% приблизился к рекомендуемому нормативу ИФЛА. Значительно обновились документные ресурсы в городах Канаш, Шумерля, в Ядринском, Вурнарском, Красноармейском районах и, конечно, в ЦБС, которые готовились к открытию модельных библиотек – Маргаушский, Марпасадский, Чебоксарский, Шумерлинский районы. Итак, ситуация заставляет изучать актуальность имеющегося фонда, активно избавляться от устаревших ветхих изданий и ответственно подходить к отбору документов для пополнения фондов с учетом потребностей читателей. А для этого необходимо регулярно проводить мониторинги читательских предпочтений. Это анализ читательских запросов и отказов, а также анализ информационных потребностей на основе опросов и анкет. Для выявления пожелания населения к развитию фонда можно воспользоваться анкетой, разработанной для модельных библиотек на сайте «Новое поколение». Однако важно иметь в виду, что фонд муниципальной библиотеки является универсальным по содержанию и должен включать широкий диапазон документов на разных форматах и носителях.
При моделировании отраслевого состава в книге Юрия Столярова «Формирование библиотечного фонда» рекомендуется ориентироваться на отраслевую структуру, утвержденную до 90-х годах. Цифры на слайде озвучивать не буду. А при анализе отраслевого состава новых поступлений муниципальных библиотек выяснилось, что художественная литература поступила 63,6%, но значительно уменьшилась доля поступления общественно-политической литературы по технике и сельскому хозяйству. Так, более 15% общественно-политической литературы поступила в библиотеки 10 ЦБС, в том числе в Урнарский, Ядринский районы, город Алатырь, но менее 10% в ЦБС Красноармейского, Батревского, Красночитайского, Шумерлинского, Аликовского, Мариинско-Посадского, Порецкого районов и городов Чебоксары, Шумерля. По количеству поступлений технической литературы лидирует Порецкий район – 8,2%. Очень незначительное поступление книг по технике в ЦБС Алатырского, Батревского, Маргаушского, Чебоксарского и Янтиковского районов. Лидерами в отношении новинок сельскохозяйственных изданий стали Цивильский, Яльчевский, Вурнарский районы, антилидеры – Алатырский, Аликовский, Комсомольский. Следует обратить особое внимание на пополнение фондов документами на чувашском языке, ориентируясь при этом на целевые показатели программы сохранения изучения и развития чувашского языка. В ней указано, что удельный вес поступлений документов на чувашском языке в фонды общедоступных библиотек в общем объеме поступлений должны достичь 22% к 2025 году. И вот посмотрите, пожалуйста, на слайде отчетливо видно, что каждый год, начиная с нынешнего, уровень поступлений документов на чувашском языке от общего количества поступлений должен равняться 1%. Отсюда следует, что каждая ЦБС должна строго контролировать объем поступления документов на чувашском языке таким образом, чтобы в конце отчетного года удельный вес указанных источников информации соответствовал заданным индикаторам. То есть в этом году в ЦБС должно быть 18% изданий на чувашском языке. В 2020 году объем поступления документов на языке коренной национальности составил в муниципальных районных библиотеках 17,7%, в городах 2,3%, а в целом по муниципальным библиотекам республики 14,1%. Ну, как видите, это мало, но, к счастью, нынешний год не вошел в перечень годов программы. В черный список вошли Алатырский, Порецкий, Красночитайский, Шумерлинский, Козловский районы и, конечно, все 5 городов. Что касается литературы для детей в возрасте до 14 лет включительно, то ее в универсальных фондах общедоступных библиотек должно быть не менее 30%. В минимальных по объему фондах материалы для детей, художественная и иная литература для взрослых должны быть представлены в разных пропорциях, но эти пропорции, конечно, могут меняться в зависимости от потребностей местного сообщества и близости других библиотек. Доля поступлений в 2020 году по муниципальным библиотекам детских изданий составила 42,2%. Это очень хороший показатель. Более 30% поступило в 21 ЦБС, но и менее 30%, соответственно, в 5. Это и Бресинский, Комсомольский, Порецкий, Мариинско-Посадский, Яльчевский районы.
В целях формирования качественного библиотечного фонда необходимо учитывать рекомендации Минобрнауки России о перечне 100 книг для чтения, о списках рекомендуемых произведений, а также Национальной библиотеке «Литературная палитра» 100 книг для прочтения. В 2021 году на обновление библиотечных фондов республики выделено из республиканского бюджета Чувашской республики свыше 13 миллионов рублей. Из них 6,5 миллионов рублей направлены непосредственно в города и районы Чувашии, а в рамках централизованного комплектования на 3 миллиона 816 тысяч 500 рублей, как и в предыдущие 2 года, закупки осуществит Министерство культуры, а на сумму 3,5 миллиона рублей приобретет книги на чувашском языке для муниципальных библиотек Национальная библиотека Чувашской республики. Итак, когда будем писать отчеты, вот эти 2 последние цифры относятся к централизованному комплектованию. Будем помнить об этом. Для популяризации и продвижения библиотечного фонда необходимо иметь в виду, что этому способствует организация простого доступа к библиотечному фонду, которая обеспечивается системой подсказок, символы, надписи, указатели, рисунки, интересные ярко оформленные стеллажные заголовки, а также пересылка по МБА, ЭДД, и доставка документов на дом, книгоношество, библиобус, веломобиль и прочее. Сюда же относится режим работы библиотеки, месторасположение, транспортная доступность и некоторые другие факторы. Далее это офлайн-реклама, средствами которой могут быть продвижение фонда в средствах массовой информации, на транспорте, размещение рекламных стендов, создание зон свободного чтения в парках и крупных учреждениях, раздача листовок, флаеров, изготовление буклетов, календарей. Также это онлайн-реклама, о ней не будем сегодня подробно говорить. И особая роль относится к книжным выставкам, традиционным или новаторским, но обязательно зрелищным и эмоциональным. Это могут быть выставки презентации самых популярных, спорных, незаслуженно забытых или новых книг, выставки книг-победителей различных рейтингов и литературных премий, выставки рекомендаций, диалоги и так далее. И привлечению внимания пользователей также способствуют различные акции и мероприятия, литературные клубы, конкурсы, квесты, опросы, буккроссинг, круглые столы, встречи тематические. Вот некоторые интересные формы. Караван книг, презентация одной или книги или разной тематики, библиокафе, где вместо меню подаются книги, день литературного гурмана, дегустация литературных новинок, книжный аукцион. Каждый участник представляет по одной прочитанной книге так, чтобы у присутствующих появилось желание ее прочесть. А учитывая психологию зрительского восприятия книг, при расстановке фонда можно ориентироваться на известные в мерчендайзинге законы, основной принцип которых «вижу, хочу». Это закон фигуры и фона. Суть его в ярком выделении одной фигуры на фоне других, которое может быть достигнуто за счет нестандартного размера книги, ярких по цвету изданий или просто цветных акцентов. Закон уровня глаз. Книги, расположенные на уровне глаз, всегда находятся в зоне повышенного внимания и выдаются чаще, чем с других полок. И нужно также учитывать специфику восприятия. Так, мужчины смотрят вперед и вверх, а женский взгляд захватывает больше книг по горизонтали и ниже. Закон мертвой зоны. Взгляд человека реже всего останавливается на верхних и нижних
полках стеллажей, а левый нижний угол является самым неудачным. Во избежание застоя на этих полках нужно менять книги местами, ставить на эти полки толстые книги с четкими надписями на корешках или малоспрашиваемые издания. Художественную литературу рекомендуется расставлять по тематическому принципу. А гибкое зонирование помещений библиотеки с учетом потребностей местных жителей делает библиотечное пространство комфортным и дружелюбным для всех категорий пользователей. Ну а тему продолжит Федорова Луиза Аркадьевна, заведующий Центром формирования фондов и каталогизации документов. Главный комплектатор нашей республики. Добрый день, коллеги. Сегодня, по мнению специалистов, формирование библиотечных фондов идет по следующим направлениям. Это благотворительное комплектование, целенаправленная работа с дарами и пожертвованиями, поиск альтернативных источников и способов комплектования, создание корпоративных центров по комплектованию библиотек, применение моделей комплектования, в которых используются различные виды участия читателей библиотек, и использование в комплектовании интернет-ресурсов. Рассмотрим их по конкретнее. Благотворительное комплектование, или как его иначе называют народное комплектование, в последние годы для многих библиотек стало основным способом пополнения фондов. По оценке экспертов, на сегодняшний день пожертвования составляют от 60 до 80% поступлений. Библиотеки стараются привлечь как можно больше различных организаций, учреждений, благотворительных фондов и частных лиц в качестве участников безвозмездного комплектования. С этой целью проводится целенаправленная работа с дарителями, организуются благотворительные акции и встречи с писателями, ведется поиск новых путей сотрудничества. Как правило, большинство книг в качестве пожертвований поступают в библиотеку от читателей. На базе библиотек действуют клубы любителей книги, члены которых на свои средства покупают книги и предоставляют библиотекам. Однако зачастую неоднозначно качество литературы, которую предоставляют нам читатели. Это современные художественные произведения в мягких переплетах, домашние библиотеки, которые сформированы в периоды 70-х, 80-х годов. Поэтому здесь нужно вести тщательный отбор приема такой литературы. В роли дарителей часто выступают органы государственной и исполнительной власти. В основном дарят различные книги, различные общественные организации и благотворительные фонды. Дарят книги своим коллегам и сами библиотеки. Библиотеки не только сами организуют данные акции, но и присоединяются к общероссийским акциям и к акциям, проводимым в других организациях. Большинство библиотек данное мероприятие приурочивают к Международному дню книгодарения и к Общероссийскому дню библиотек. Так как выделяемые сегодня финансов недостаточны для качественного комплектования, библиотеки повсеместно ищут и другие варианты получения таких средств. Один из них – это участие в конкурсах и проектах, которые проводят благотворительные фонды и организации. Полученные гранты дают библиотекам возможность не только осуществлять свои инновационные проекты и оказывать новые услуги читателям, но и пополнять свои фонды. Самый популярный конкурс среди библиотек – это международно открытый грантовый конкурс «Православная инициатива». Способствует пополнению библиотечных фондов участие библиотек в реализации партнерских проектов, такие, например, как с издательством «Эксмо», «Литмос», «Эксмо» объединяет, работа с литературными премиями «Русский букер», «Просветитель», «Большая книга».
Конечно, проектная работа не способна решить все проблемы комплектования, но они могут внести свой вклад в пополнение библиотечных фондов библиотек любого уровня. Сегодня общемировой тенденцией развития является создание корпоративных центров и объединений, которые кооперируют общие усилия библиотек, осуществляют предоставление взаимного доступа к информации, расширяют возможность поиска и быстрого получения информации. Корпоративные центры позволяют библиотекам отказываться от полноты собирания собственных фондов. Доступ к информации становится предпочтительнее хранения, прежде всего по экономическим соображениям. Опыт кооперации зарубежных библиотек показывает, что все они сужают круг комплектуемых материалов. Они не просто отказываются от сбора и хранения каких-либо материалов, но и при этом официально возлагают ответственность за комплектование определенных видов публикаций на другие библиотеки. В нашей стране данное направление пока еще слабо развито, в основном только в библиотеках Сибири. Следующее направление – это применение модели комплектования, в которых используются различные виды участия читателей библиотек. Это организуют уже многие библиотеки. Так, например, вот на сайте Центральной городской библиотеки имени Ленина города Нижний Новгород размещено следующее объявление. Дорогие наши читатели, если вы хотите видеть в наших фондах интересующие вас книги, вы можете оказать помощь в их приобретении путем внесения денежных средств в кассу нашего учреждения или путем перечисления денежных средств на расчетный счет. Сегодня, формируя фонд, необходимо задумываться не только о том, что физически поставить на книжную полку, но и о том, что предложить читателям через онлайн-полку. Ирина Всеволодовна Эдельмиер, председатель секции по формированию библиотечных фондов РБА, заведующая сектором изучения библиотечных фондов РНБ, считает, что комплектование библиотек в эпоху перемен должно стать объемным. Сегодня невозможно ориентироваться лишь на печатные книги, надо использовать открытые и свободные ресурсы. Библиотеками комплектование электронных ресурсов проводится по следующим направлениям. Первое – это увеличение фонда за счет полнотекстовых баз данных электронных библиотек, генерируемых самой библиотекой. Как правило, это электронные краеведческие ресурсы. Они были созданы путем оцифровки произведений местных авторов, краеведческого характера, ограниченного доступа, местные издания повышенного спроса или издания, имеющиеся в единичных экземплярах. Второе – это создание точек доступа к национальным ресурсам. Национальная электронная библиотека, президентская библиотека имени Ельцина, национальная электронная детская библиотека. Третье направление – это расширение возможностей библиотечного фонда за счет легитимного использования ресурсов открытого доступа, например, на портале Культура.рф. И существенным следующим дополнением к обслуживанию пользователей является доступ к бесплатным ресурсам удаленного доступа, такие как Litres, Palpred.com, Киберленинка, Nonfiction, Landtrade. Действительно, на протяжении многих лет, даже десятилетий, библиотеки постоянно испытывают дефицит финансовых ресурсов. Однако, насколько рационально используются имеющие средства, насколько эффективно они работают в улучшении качества фонда. Все вы знаете, что в 2019-2020 годах в связи с созданием модельных библиотек в рамках реализации национального проекта «Культура» комплектование библиотек значительно улучшилось. Участие в нацпроекте положительно сказалось на обновляемости библиотечных фондов. Библиотекам удалось списать ветхую и морально устаревшую литературу и пополнить фонд новыми, прежде всего, печатными изданиями. В целом обновляемость фонда библиотек участников составила 12%, что является высоким показателем даже по сравнению с нормами ИФЛА – 10%. Следующий. Однако анализ
содержательного наполнения фонда модельных библиотек показал, что они отдавали приоритеты приобретению печатных изданий до 95%, перед электронными 5%, книгам 83%, перед периодическими и другими печатными изданиями художественной литературы 70%, перед отраслевой 20%. Это было исследование Российской государственной библиотеки, анкетирование, комплектование фонда модельных библиотек. И все вот эти вот сведения. Однако структура книговыдачи библиотек свидетельствует о том, что спрос на художественную литературу стал заметно ниже, чем можно ожидать, исходя из доли этой литературы в фонде. При этом наблюдается устойчивая тенденция к снижению доли книговыдачи художественного фонда. Все это, на мой взгляд, связано прежде всего с пандемией, когда у нас население долго сидело дома, и население такое, как 65+, то уже привыкло находиться в дома, и в библиотеку, к сожалению, сейчас они идут очень плохо. Доля же некоторых отраслевых разделов фонда и в книговыдаче, напротив, увеличивается и существенно превышается их доля в фонде. В разных библиотеках это характерно для разных отраслей знания. Где-то хорошо берется техническая и, естественно, научная литература, а где-то общественно-политическая или филологическая. При малых затратах на комплектование в одинаковой мере качественно пополнить все разделы фонда библиотеки невозможно. Если идти по пути пропорционального развития сразу всех подфондов, скорее всего, мы никогда не достигнем той полноты и качества, которое бы устраивало наших читателей. Поэтому рационально установить приоритетность комплектования подфондов. И в этой связи актуализируется проблема разработки политики комплектования. В политике комплектования могут быть отражены конкретные нужды конкретной библиотеки. В нее должны быть определены приоритеты комплектования в тех или иных разделах фонда в условиях ограниченного финансирования. Она призвана помочь комплектатору в принятии решений о том, что следует приобретать в первую очередь, если на все не хватает финансовых средств. Политика комплектования документов на среднесрочную перспективу, ее срок действия может варьироваться от 1 до 2-3 лет, в зависимости от того, насколько благоприятны условия для ее реализации от масштаба поставленных задач. Как только задачи выполнены, необходимо задуматься над разработкой новой политики комплектования. Хочу также напомнить, что 11 марта была поддержана правительством России стратегия развития библиотечного дела в Российской Федерации на период до 2030 года. Основным индикатором в этой стратегии комплектования является обновляемость фонда, поэтому учитывайте ее в своих разработках. Для модельных библиотек же такой стратегии должны быть рекомендации специалистов РГБ, которые проводили опрос модельных библиотек. Это пополнение библиотечного фонда новыми печатными и периодическими изданиями, улучшение качества фонда и удовлетворение наиболее частых запросов пользователей библиотеки, развитие фонда электронных документов, в том числе для граждан с ограниченными возможностями здоровья, подключение к НЭП и другим электронным библиотекам, внедрение новых библиотечных технологий, приобретение книг с необычайными издательскими и полиграфическим оформлением, формирование новых коллекций, комиксов, коллекций книг «100 лучших новых книг для детей и подростков» и другие. Формирование фондов отраслевой литературы, которая должна составить не менее 40-50% от общего объема фонда. И расширение репертуара выписываемых периодических изданий. Политику управления фондом и место в нем каждого ресурса определяет внутренний регламентирующий документ библиотеки. Это профиль комплектования, который должен быть во всех районных центральных городских библиотеках. Это основной долгосрочный документ, который определяет основные параметры формирования библиотечного фонда,
в соответствии с миссией, задачами библиотеки и потребностями читателей, является гарантией качества комплектования библиотечного фонда. Профиль комплектования может быть выражен в различных видах, например, тематико-типологический план комплектования, тематический план комплектования, библиографический список. Структуру составления профиля комплектования вы можете найти в ГОСТе R7.0102-2018. Профиль комплектования фондов научных библиотек. Структура. Важнейшими факторами, влияющими на ситуацию в комплектовании библиотечных фондов, являются последние изменения, принятые в базовое законодательство. Представляю вам ряд национальных стандартов в области комплектования, которые вы можете применять в своей работе. Называть их не буду, они на слайде. Основной наш закупочный документ – это 44-й федеральный закон о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. В 2020 году в него были внесены изменения, в частности, регламент закупок малого объема, то есть по пункту 4 или 5, с единственным поставщиком. С 1 сентября закупки по этим пунктам должны осуществляться на портале закупок малого объема Чувашской Республики, если они не превышают 20 тысяч рублей. Вы вправе не использовать портал закупок, если закупаете товары и работы, услуги. Первое – это у бюджетных и автономных учреждений, у правообладателей исключительных прав издательств по пункту 14. Закупайте произведения литературы и искусства определенных авторов, если ему принадлежат исключительные права или исключительные лицензии на такие произведения, пункт 13. А также закупка неисключительных прав на закупку баз данных. В декабре 2020 года было разрешено осуществлять закупку по пункту 5, именуя портал закупок, закупка периодических изданий, газет, журналов, а также услуг по их подписке. Еще один важный документ, который тоже касается всех нас, это закон 114 ФЗ от 25 июля 2002 года о противодействии экстремистской деятельности. Закон в настоящее время действует уже в 13-й редакции. Статьей 13 этого закона на Министерство юстиции было возложено печатание федерального списка экстремистских материалов, опубликование и размещение в сети. Федеральный список экстремистских материалов формируется на основании поступающих в Минюст России копий вступающих в законную силу решений судов о признании информационных материалов экстремистскими. На 25 марта 2021 года в списке 5158 позиций. С 1 января 2017 года появилась дата включения материалов в список, улучшилась функция «Поиск». В настоящее время можно производить по авторам, по названиям, по городам. Библиотеки России неоднократно получали разъяснения рекомендательного характера, что они предоставляют материалы, а и не распространяют. Однако в 2017 году появилась принципиально новая трактовка деятельности библиотек, а именно, что они, выдавая литературу, занимаются ее распространением. В письме Генеральной прокуратуры Российской Федерации сказано, что выдача библиотеками экстремистских материалов читателям является их распространением и запрещена законом. В трактовке Генеральной прокуратуры основными индивидуализирующими признаками информационных материалов, являющимися экстремистскими, называется наименование и автор.
То есть те издания, которые хранятся в фондах, переиздания или изданы в другом городе, или находящиеся на каких-либо других видах, то есть печатались ли они в периодических изданиях, на микроформах, на микрофишах, на любых электронным изданиях, они являются экстремистскими. Поэтому учитывается только автор и название произведения. Поэтому в текущем комплектовании обязательно осуществляйте текущую проверку на наличие экстремистских материалов при поступлении в фонд документов, а ежемесячно проверяйте свои электронные каталоги или печатные карточные каталоги, и также фонды со списком экстремистских материалов. Современный алгоритм действия комплектатора в комплектовании фондов печатных изданий следующий. Это проверка на дублетность, проверка на наличие электронной версии произведений в открытом доступе, в открытых архивах сети интернет, проверка на наличие изданий в подписанных библиотеках лицензионных электронных ресурсов. При отборе изданий комплектаторам необходимо обращать внимание на качество полиграфического оформления изданий. Следует отметить, что на книжном рынке сейчас появляются все новые и новые форматы книг. Это мультимедийные и кросс-платформенные издания, объединяющие различные виды предоставления информации. Это текст, изображение, звук, видео, анимация, ссылка на ресурсы интернет. Появились интерактивные книги с QR-кодами. Когда наводишь на этот QR-код, поступает информация на различных, то ли это будет музыка, то ли текст, то ли это изображение или звук. Есть книги панорамы, которые с объемными трехмерными подвижными иллюстрациями, которые вот словно выпрыгивают со страниц бумажной инженерии. Кто был на итоговом совещании директоров, там тоже была вот выставка таких книг. Как формировать фонд сегодня? Для этого надо знать потребности своих реальных и потенциальных пользователей и учитывать их запросы. Быть в курсе книжных новинок, привлекать к работе с литературой лидеров читательских групп. Необходимо регулярно анализировать эффективность использования фонда и причины образования неудовлетворенного спроса. В настоящее время мы находимся на этапе, когда нам необходимо искать максимально рациональные способы достижения качества фонда и пытаться применить в комплектовании все возможности, как печатные, так и электронные. Комплектование электронных ресурсов, оно похоже, как и для традиционных печатных изданий, но есть некоторые все-таки особенности. Порядок учета документов, входящих в состав библиотечного фонда, выделяет 4 вида электронных документов по технологии распространения. Это электронные документы на съемных носителях, компакт-диски, флеш-карты, локальные сетевые документы, размещенные на жестком диске, компьютере, сетевые локальные документы, инсталлированные документы, размещенные на автономных автоматизированных рабочих станциях. Это такие базы, как «Консультант Плюс», «Гарант», «Кодекс», и сетевые удаленные документы, размещенные на внешних технических средствах, серверах производителей, которые библиотека получает во временное пользование через информационно-телекоммуникационные сети на условиях договора, контракта, лицензионного соглашения. Источниками комплектования электронных библиотек могут быть покупка у правообладателя или иного уполномоченного лица, безвозмездное получение от правообладателя, собственное электронное издание библиотеки, цифровое копирование документов из фонда библиотеки. Один из способов комплектования библиотечного фонда сетевыми документами удаленного доступа является пакетная подписка, при которой агрегатор ресурса предлагает продукцию в виде пакета. Это может быть универсальная базовая коллекция, коллекция издательств, пакеты, электронные версии различных журналов.
При этом библиотека получает часть малоспрашиваемых и непрофильных изданий, однако со значительной скидкой. Пример таких баз – это вот Гребенников, электронная библиотека издательского дома Гребенникова и база данных Интегрум СМИ. Другой вариант – это точечное комплектование по инициативе пользователей. Библиотека заключает лицензионное соглашение с провайдером на доступ к массиву электронных книг для возможной закупки. Примером таких баз может быть Litres и Global F5. В соответствии с лицензионными соглашениями устанавливается порядок оплаты приобретения книг. Затем, по мере покупки книг, сумма закупленных изданий списывается из суммы договора. При выборе электронных документов следует руководствоваться критериями, которые вот вы видите на экране. Я их не буду уже зачитывать, потому что время у меня уже заканчивается. И, подведя итог, хочу назвать несколько направлений, по которым мы должны следовать. Это проведение политики планомерного и целенаправленного формирования фондов в соответствии с профилем комплектования, поиск рациональных альтернативных источников комплектования, расширение видового спектра заказываемых документов. В фондах муниципальных библиотек должны быть предусмотрены возможности для обслуживания людей с ограниченными возможностями, обновление библиотечных фондов согласно степени устареваемости и мониторинг информационных потребностей пользователей. Благодарю за внимание. Сейчас я хотела бы предоставить слово формирование Национального фонда электронных документов Чувашской Республики Алексеевой Ольге Эксовне, ведущему библиографу отдела национальной литературы и библиографии. Моего выступления формирование Национального фонда электронных документов Чувашской Республики. Электронная библиотека Чувашской Республики формируется в соответствии с профилем комплектования библиотеки, основанного на принципах языка, территории, содержания и авторской принадлежности к Чувашии и вечности хранения электронных документов. Основными целями создания электронной библиотеки являются сбор, организация, хранение и обеспечение сохранности библиотечных фондов, обеспечение локального и удаленного доступа пользователей к информационным ресурсам, целенаправленное создание информационных массивов краеведческой направленности. В электронной библиотеке Чувашской Республики национально-краеведская коллекция представлена и содержит полнотекстовые электронные документы об истории, природе, развитии и современном состоянии государственности, экономики, науки и культуры Чувашской Республики. Служит для удовлетворения краеведческих информационных потребностей. Фонд электронной библиотеки состоит из электронных копий книг, сборников, продолжающихся периодических и картографических изданий, неопубликованных документов, статей из периодических изданий, аудио, фото, изо и видеоматериалов, хранящихся в библиотеках республики, в частных коллекциях и в ресурсах интернет. Пополнение Национальной электронной библиотеки осуществляется посредством создания собственных электронных ресурсов. На слайде представлены ресурсы нашей библиотеки, приобретение изданий на физических носителях, оцифровки документов, хранящихся в Национальной библиотеке Чувашской Республики и в других библиотеках региона, с обязательным соблюдением условий легитимности. Это плановое сканирование печатных документов и создание электронных коллекций, сканирование отдельных изданий из фондов Национальной библиотеки в целях обеспечения их сохранности и предоставления к ним доступа читателей, сканирование по разовым запросам пользователей, покупки или получение электронных копий документов в дар от авторов, правообладателей, получение электронных версий обязательного бесплатного экземпляра изданий издающихся организаций,
Сбор электронных документов краеведской направленности, свободно размещенных в сети интернет. Для оцифровки, хранения и предоставления доступа к пользователям отбирается издание, имеющее историко-краеведческую значимость, соответствующее тематико-типологическому плану комплектования и принципам коллекционности, соблюдения авторского права, учета общественно-исторической значимости издания. Всего фонд электронной библиотеки на сегодняшний день составляет около 43 тысяч документов. Из них в открытом доступе более 25 тысяч. В 2020 году фонд электронной библиотеки пополнился 4260 документами. Цифры представлены на слайде. Из общего количества документов в 2020 году оцифровано сотрудниками библиотеки, выложено в открытый доступ 3569 книг, статей, газет, видео, фото, звуко- и изоматериалов. Каждый месяц в фонде электронной библиотеки появляются новые издания, свободно доступные для чтения и в сети интернет. В свободном доступе представлены документы на основе лицензионных договоров с правообладателями и произведения, перешедшие в общественное достояние. В 2020 году 240 документов после заключения договоров с авторами пополнили фонд электронной библиотеки. Подписано всего 60 договоров. Доступ к изданиям, защищенным авторским правом, предоставляется бесплатно в читальных залах Национальной библиотеки, виртуальных читальных залах центральных районных библиотек Чувашии и в ряде библиотек, находящихся в районах компактного проживания чуваш, в частности, Башкортостане, Татарстане, Удмуртии и Ульяновской области. Для содержательного раскрытия фонда электронной библиотеки формируются коллекции. В составе электронной библиотеки выделено 105 тематических, региональных, районных и персональных краеведских коллекций. Ценными источниками краеведской информации являются исследования ученых Чувашского государственного института гуманитарных наук. В рамках реализации федеральной целевой программы «Культура России» Национальная библиотека Чувашской Республики в ноябре 2013 года посредством оцифровки исследований ученых о Чувашии и чувашах на основе лицензионного соглашения о передаче неисключительных прав на оцифровку документов пополнила Национальная электронная библиотека трудами ученых Чувашского государственного института гуманитарных наук, изданными в 1941-1981 годы, которые составляют серию из 107 выпусков и 2 выпусков вспомогательных указателей. В рамках проекта было оцифровано более 22 тысяч страниц. В год столетия образования Чувашской автономной области из фонда электронной библиотеки Чувашской Республики выделены региональные районные коллекции. Коллекции включают книги, сборники, официальные архивные документы, статьи из сборников, периодических изданий, фото, видео, документы, посвященные району. Каждая коллекция структурирована по разделам. Всего представлено на сайте коллекции 21 района города Чебоксары и города Новочебоксарск. Всего в 23 коллекциях собрано 4282 документа. Изучение изданий из региональных районных коллекций электронной библиотеки и коллекции «История населенных пунктов Чувашии» предоставляет возможность комплексного изучения региона. Исторические сведения, документальные источники, воспоминания раскрывают процесс возникновения, становления и развития муниципальных образований республики, повествуют о важных памятных событиях, деятельности выдающихся земляков. Большой интерес для пользователей представляет коллекция книги, изданные в Чувашии в период Великой Отечественной войны. Она сформирована путем оцифровки документов из Фонда Национальной библиотеки Чувашской Республики в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В коллекцию включены 418 документов, среди них политического и социально-экономического характера, научно-популярные книги и учебные пособия, художественные произведения, которые дают представление о тематике и внешнем виде книг того времени. В электронной коллекции периодические издания Чувашии представлены республиканские газеты «Красной Чувашия», «Чуваш-Коммуны», «Ленинский путь», «Чувашский край» и 6 наименований литературных журналов. Все они каталогизированы и открыты для пользователей. Завершена работа по формированию коллекции «Чувашская книга» 1920-х годов. Коллекция насчитывает около 700 документов. Это
общественно-политические издания, учебная и художественная литература на чувашском и русском языках. Начата работа по созданию коллекции «Чувашская книга 1930-х годов», где будут представлены цифровые копии изданий из Фонда Национальной библиотеки, изданные с 1930 по 1939 годы универсального содержания. На сегодняшний день в коллекции представлено 310 книг. 2020 год коллекция аудиозаписей пополнилась 88 звукозаписями литературно-художественных произведений чувашских писателей, озвученных артистами чувашских театров по проекту «Литературная палитра Чувашии. 100 книг для прочтения». Востребованной стали аудиоиздания «Читаем детям о Великой Отечественной войне», подготовленные к 70-летию и 75-летию победы в Великой Отечественной войне. В них вошли произведения чувашских писателей Николая Ильбека, Марии Ухсай, Светланы Азамат, Юрия Семендера и русских писателей Сергея Алексеева, Ольги Громовой. Всего в коллекции аудиоизданий представлено 93 документами. Работа по озвучению продолжается. Продолжается формирование персональных коллекций. Выделено 13 коллекций, где представлено около 1900 документов. Среди новых коллекций это посвященная жизни и творчеству тюрколога Николая Ивановича Ашмарина. Она приурочена к 150-летию со дня рождения и включает 82 источника. В него вошли цифровые копии книг, статей из периодических изданий, архивных документов, изобразительных материалов о жизни и деятельности ученого и тексты его трудов. Одним из основных задач библиотеки является сбор информации о Чувашии во всех аспектах и независимо от места ее времени издания. В электронной коллекции Чувашии в российской прессе представлены публикации о Чувашии, уроженцев республики и Чувашии, проживающих за пределами республики. Полные тексты статей по материалам российской и зарубежной прессы доступны пользователям только в стенах библиотеки. Электронная коллекция сформируется с 2000-х годов, насчитывает около 4500 документов и ежегодно пополняется. Актуальной тематикой коллекции текущего года являются Сурские и Казанские оборонительные рубежи, приуроченные к году трудовой доблести строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. В коллекции представлены цифровые копии документов по истории строительства рубежей обороны, исследовательские материалы, отчеты о работе поисковых отрядов Чувашии, воспоминания участников строительства, сведения о мероприятиях по сохранению памяти о трудовом героизме чувашского народа в годы Великой Отечественной войны. Материалы распределены по 5 разделам. Коллекции содержат более 150 документов. К 150-летию Национальной библиотеки Чувашской Республики актуализирована тематическая коллекция Национальной библиотеки Чувашской Республики. В нее вошли электронные документы, раскрывающие историю основания, организации работы, многолетнюю плодотворную деятельность библиотеки, издание самой библиотеки, труды сотрудников библиотеки. Цифровая коллекция объединяет монографии, сборники научных трудов и научно-методических материалов, путеводители, методические пособия, библиографические указатели, периодические издания, статьи из периодических изданий, информационные буклеты, фильмы, презентационные и информационные видеоролики, фотографии. В коллекции насчитывается около 1000 документов, и состоит она из 5 разделов. На сайте представлены разделы. По мере поступления новых документов эти коллекции будут пополняться. Поиск в электронной библиотеке можно осуществить по всем параметрам библиографического описания документов, по базе электронной библиотеки и по сгруппированным тематическим коллекциям. Работа по формированию фонда краеведских документов электронной библиотеки Чувашской Республики как национальной краеведской коллекции продолжается. Муниципальные библиотеки свой ресурс могут собрать электронные издания разного типа и вида, созданные или оцифрованные краеведской тематики, раскрывающие жизнь своего района. Создание краеведских электронных ресурсов муниципальными библиотеками для дальнейшего создания сводной электронной библиотеки Чувашской Республики обогатит национальную краеведскую коллекцию Чувашской Республики. Далее предоставляем слово Галкиной Наталье Евгеньевне, заведующей сектором Центра формирования фондов и каталогизации документов.
Сегодня мы поговорим с вами о заимствовании библиографических записей. Технология заимствования предназначена для оптимизации процесса при создании наших электронных каталогов. Она основана на использовании базы уже имеющихся машиночитаемых библиографических записей из электронного каталога Центральной библиотеки региона. Технология заимствования позволяет существенно повысить эффективность работы, так как около 80% данных уже есть в базах. Мной был проведен небольшой выборочный анализ заимствования, полученных библиотеками республики, 2 последних партий централизованного комплектования за 2020 год. Записи для заимствования были размещены на сайте нашей национальной библиотеки. Из проведенного анализа выявлено, что записи на 5-ю последнюю партию за 2020 год в сводный каталог были получены только от Урмарской центральной районной библиотеки, которая заимствовала их в методическом кабинете с сайта. В базах других библиотек на 22 марта 2021 года последней партии записи не обнаружила. Из этого следует вывод, что библиотеки не соблюдают график предоставления записей в сводный каталог и страдает оперативность появления записей, доступность записей для пользователей удаленно. Напомню, что загрузка записей в базы ваших библиотек должна проходить ежемесячно. На деле записи предоставляются так, как удобно вашим библиотекам. Есть библиотеки, которые предоставляют записи раз в год, забывая, на какой записи была последняя выгрузка. Кто-то предоставляет раз в квартал. Вот вчера буквально я получила очень много записей от библиотек, которые предоставили их в конце квартала. Но анализ записей 4-й партии показал, что в основном записи библиотеками заимствованы с нашего сайта. Детско-юношеская библиотека и Центральная библиотека Комсомольского района заимствовали эти записи из веб-ирбис. У Алаторского и Шумерлинского района видно, что записи заимствованы, но технология в 907 поле счищена. А вот библиотеки города Алатырь, Марийско-Посадского, Порецкого, Цивильского, Чебоксарского, Яльчикского района технологией заимствования не пользуются. Уважаемые коллеги, я бы хотела заострить ваше внимание на том, что с электронными каталогами на местах нужно постоянно работать. Также при анализе было выявлено, что на книгу вот из 4-й партии «Ювелирное искусство Сувара-Болгар. Предков Чувашей» у Чебоксарского района 5 идентичных записей с разными инвентарными номерами, у Марийско-Посадского района на эту книгу 2 записи. И работа заключается не в том, что вы заимствовали запись и подчистили в 215 поле под поле размер. На этом ваша работа закончена. Есть у меня такие библиотеки. Обратите, пожалуйста, внимание и работайте со словарями. Также при анализе я заметила, что у всех без исключения библиотек очень много лишних пробелов. Можете прямо сейчас открыть свои каталоги и посмотреть в словарях, допустим, открыть словарь авторов, организаций, издательств, серий. Там такое разнообразие вариантов. С этим надо работать. Обратите, пожалуйста, внимание на дублетные записи, которые тоже должны своевременно удаляться, объединяться. И работа с типичными ошибками в библиографических записях тоже должна быть. Далее, для тех, кто еще не заимствует библиографические записи или забыл, как это происходит, напомню процедуру заимствования с сайта нашей библиотеки. Пожалуйста, посмотрите на слайдах, где размещены записи и как ими пользоваться. Выходим на сайт Национальной библиотеки Чувашской Республики. Выбираем главное меню и слева виртуальный методический кабинет. Далее заходим в него,
Справа в меню также нажимаем ссылку «Методические материалы». Нажимаем ссылку «Библиографические записи для заимствования» и выбираем нужную вам партию. Далее пойдет несколько слайдов. Скачиваем файл для заимствования, проверяем наличие файлов в директории загрузки. Также с каждой партией размещен список предоставленных нами записей для заимствования. Он соответствует акту полученных вами книг. Далее скачиваем вашу запись в вашу базу и приписываем к ней инвентарный номер. Если вы обнаружили в этих записях какие-то ошибки, вы можете сообщить нам, мы их исправим оперативно. Мы тоже люди, у нас тоже бывает, но все-таки я вам рекомендую записи не делать самостоятельно, а заимствовать. Спасибо за внимание. Далее я предоставляю слово Деменцовой Галине Анатольевне, завсектором Центра формирования фондов и каталогизации документов. Здравствуйте, уважаемые коллеги. В условиях недостаточного финансирования одним из постоянных источников комплектования библиотечного фонда являются дары. Рассмотрим некоторые особенности приема этих документов. Все поступившие в библиотеку в качестве пожертвования документы подлежат учету, оценке, библиографической и технической обработке. Вся эта работа должна быть регламентирована нормативно-правовыми документами, Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом о библиотечном деле, порядком учета документов, входящих в состав библиотечного фонда, а также внутренними документами, инструкциями, правилами, положениями, которые определяют порядок приема документов в конкретной библиотеке. Прием даров состоит из следующих основных операций. Это составление первичного учетного документа для поступления без сопроводительного документа. Это акт о приеме документов или договор пожертвования. Согласно статье 574 Гражданского кодекса Российской Федерации, библиотека обязана заключать договор пожертвования лишь в тех случаях, когда дарителем является юридическое лицо и стоимость дара превышает 3000 рублей. В остальных случаях составляется акт о приеме документов. Для постановки на учет библиотека производит оценку стоимости каждого полученного документа. Оценку производит оценочная комиссия, которая создается по приказу директора из числа сотрудников библиотеки. Решение комиссии фиксируется в протоколе. Стоимость документов определяется с учетом цен подобных документов на книжном рынке на момент приема документа. Оценить стоимость книги можно при помощи информации, взятой из интернет-магазинов, прайс-листов издательств, книготорговых организаций. Например, можно использовать информацию поисковой системы Findbook, предназначенной для поиска книг в российских интернет-магазинах и издательствах. Для оценки краеведческих документов можно использовать информацию сайта Чувашского книжного издательства. А при самостоятельной оценке документов необходимо учитывать, что на стоимость книги влияет тираж, объем книги, качество переплета, а также возраст. Все издания, поступившие в библиотеку, должны быть отражены в электронном каталоге библиотеки, что делает их доступными для читателей. Библиотека может проводить политику включения информации о дарителе в библиографические записи. В полях ответственности, в 700-х полях, есть подполе функции, в котором указывается информация о том, что лицо является дарителем, бывшим владельцем, автором дарственной надписи. В
В поле 317 примечания о происхождении экземпляра. Можно указать личные данные дарителя. Есть привязка к инвентарному номеру экземпляра. В поле 391 примечание о наличии автографов. Автограф вводится с теми же элементами данных, что и авторы. Дополнительно вводится текст автографа и номер экземпляра. Поле включается в поисковые словари авторов и автографов. В 910 поле есть подполе «Канал поступления», в котором можно указать, что данный экземпляр поступил в качестве пожертвования. Дары – это особый источник поступления, потому что здесь у каждой книги своя история. Большую ценность представляет поступление личных книжных коллекций, писателей, ученых, известных государственных деятелей. На сегодняшний день в Национальной библиотеке Чувашской Республики сформировано 9 личных коллекций. Составлено описание коллекции по форме, разработанной Российской государственной библиотекой. В описании указаны названия коллекции, краткие сведения о владельце, объем коллекции, хронологические границы, виды изданий, тематика документов коллекции, владельческие признаки, время поступления и местонахождения. Информация о коллекциях выставлена на сайте библиотеки в разделе «Ресурсы». Все документы личных коллекций отражены в электронном каталоге с дополнительной информацией в подполе коллекции, где указывается наименование коллекции. В процессе использования изданий неизбежно и их повреждение. Обеспечение сохранности книжных коллекций – это единый и непрерывный процесс, который начинается с момента поступления документов в библиотеку и продолжается на протяжении всего периода их хранения и использования. Гарантией сохранности является ответственность как библиотекаря, так и пользователя и бережное отношение к изданиям. Важной задачей современной библиотеки является расширение возможностей своих фондов за счет ресурсов открытого доступа, которые позволяют полнее удовлетворять информационные потребности пользователей и экономить часть средств на комплектование. Количество документов в свободном доступе стремительно растет. Работа с ними требует технологических и организационных решений. Отбор ресурсов, их описание – ответственная работа, которая, по мнению специалистов, должна быть включена в технологические процессы библиотеки, в должностные инструкции сотрудников и в государственные задания. В каждой конкретной библиотеке могут применяться свои критерии оценки и отбора ресурсов, определяемые целями обслуживания типологической принадлежностью библиотеки. Безусловно, серьезный интерес представляет ресурсы открытого доступа компании Litres, на платформе которой выложено очень много документов, портал Культура РФ, проект Арзамас. О них сегодня уже рассказывали, поэтому на них останавливаться не буду. Также полнотекстовые документы можно найти на сайтах научных и учебных организаций Чувашии. Это Чувашский государственный институт гуманитарных наук, Чувашский народный сайт, там очень много книг на чувашском языке. В заключение хочется сказать, что в основе эффективной деятельности любой библиотеки лежит умение привлекать и использовать ресурсы из самых разнообразных источников. При этом большое значение приобретают такие дополнительные источники комплектования, как дары и ресурсы открытого доступа. Спасибо за внимание. Уважаемые коллеги, все вопросы нашей программы мы рассмотрели. Хотелось бы сказать, что все-таки библиотека тесно связана с книгой. И от того, какими фондами будут обладать наши библиотеки, зависит имидж библиотеки в обществе. От того, как к нам придут наши читатели и что они смогут найти в наших фондах. Поэтому
Мы желаем успеха в вашем благородном деле. И хочем сказать, что можете присылать свои вопросы по электронной почте на адрес методического кабинета Национальной библиотеки, если такие вопросы у вас появились. Желаем вам всего хорошего.